Ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. Мене звати Ірина Ромалійська. Вітаю. І гость цієї години у нас Віталій Трубаров, виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна України. Вітаю вас. Добрий вечір. Насправді дуже великий обсяг бесіди і хочеться багато вам поставити питання, бо чи я, може, помиляюся, але мені здається, що от ви наразі на чолі Фонду держмайна якраз під час, можна сказати, останньої хвилі великої приватизації. Тобто в нас вже під час не так або багато... не під час, це таке питання досить філософське. Не дуже багато в нас залишилось державного майна, такого великого, масштабного. Є програма Міністерства економіки, так називаємо тріаж, в якій більш ніж 3,5 тисячі підприємств – це сектор державної економіки. От гучні підприємства, які постійно на слуху, це Одеський припортовий, це Центренерго, це Турбоатом, Аграрний фонд, це все будете продавати ви? Так. Сподіваємось. До речі, чого виконуючи обов'язки? Тому що це така процедура. Коли минулий керівник Білоус Ігор покинув за власним бажанням свою посаду, то посада була вільна. Тому прерогатива Кабінету міністрів України призначати до призначення Верховної Ради України виконуючого обов'язки. Коли призначення ваше буде? Чи буде воно, чи розглядається зараз? Я не можу коментувати, як кажуть, від мене це не залежить. Задекларували в бюджеті на наступний рік, що від приватизації країна заробить 22,5 мільярди гривень у 2018 році. Пригадую, що кожен рік декларується, там, зазвичай мені здається, що там 17 мільярдів, це набагато більше, але кожен рік не виконується ця програма. Ви в 2018-му готові принести до державного бюджету 22,5 мільярди? Якщо це питання, як кажуть, з кінця, то відповідь так. В 2018 році велика приватизація відбудеться і державний бюджет отримає 22,5 мільярди гривень. Головні підприємства, давайте називаємо 3 головних підприємства, які будуть продані у 2018-му. Це ОПЗ. Одеський припортовий завод, це Центренерго. Так. І це комплекс підприємств енергетичної галузі, там, де у державі, у Фонду державного майна є контрольні пакети акцій, обленерго, і вони будуть продаватись. Якщо 3, то я кажу, 3 великі там, ми можемо розмовляти ще про Харківський Турбоатом, про інші підприємства. Тобто загалом підприємств для того, щоб виконати планове завдання, з точки зору приватизації, вони є, але приватизація – це теж процедура. І процедура, вона витримана з точки зору багаторівневого узгодження. Тому якщо Кабінет міністрів України, з яким Фонд державного майна працює дуже злагоджено, зробить ще в цьому році певні кроки, тоді 2018 рік буде самим великим роком, в якому буде приватизовуватись державне майно. Обленерго, скільки в нас ще лишилося їх державних? Ще є 6 обленерго з контрольним пакетом акцій. 6 з 24 виходить. Якщо припустити, що в кожній області, так? Вже ж багато підприємств вже мають, як кажуть, свого власника, але ще залишилось 6 підприємств, де держава має великий пакет. Віталію, а якщо відкинути обленерго, чи то як там воно було, республіканське енерго, маю на увазі Крим, Луганськ та Донецьк, в нас лишається, що там 18, 3, 15, більшість з них таки Ахметову належить, правильно я розумію? Я не можу так коментувати, хто є кінцевий бенефіціар, тому що... Ви продаєте і не знаєте, кому належить, хто кінцевий власник? Я можу коментувати, хто там приватизував в той чи інший спосіб на різному етапі підприємства. Коли вони комусь зараз належать, були вони перепродані або ні, це, як кажуть, ми не є регулятором енергетичного ринку.
Зрозуміло. Тобто, поки зупиняємося на тому, що 3 великих підприємства, да, то це Одеський припортовий, це Центренерго та залишившися ті, які залишились в державній власності, обласні енергетичні компанії. Щодо хотіли додати ще. Ви зробили такі наголоси, там назвіть 3, там, да? Тому там хочеться конкретики завжди. Але ж там є президент Отель, є Суми Хімпром, є Електроважмаш, Дніпровський електровозивний завод, Аграрний фонд, Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Тобто я повертаюсь до питання, що загалом підприємств, які будуть приватизовані, будуть приватизувати в 2018 році, їх достатньо до виконання планового завдання. Тобто, перше питання, яке ви задали, да? Виконаємо чи не виконаємо? А от, до речі, чи робили взагалі такі підрахунки, скільки у відсотках, скільки залишилось у держави власності от після розпаду Радянського Союзу? Ну, тобто ми зараз будемо продавати 1/100, 1/10. Не підраховували так? Ну, на жаль, я не впевнений, що у когось є така статистика, це потрібно якось там вираховувати. Але я, з вашого дозволу, повернусь до тези спільної співпраці Фонду державного майна з Міністерством економіки. А давайте хвилиночку, я вас переб'ю все ж таки, бо з нами на зв'язок вийшов, і в нього дуже мало часу, генеральний директор заводу «Турбоатом», про який ми вже згадували. Віктор Суботін з нами на телефонному зв'язку. І хочу дізнатися, пане Вікторе, як ставиться колектив, трудовий колектив на ймовірну приватизацію заводу? Добрый день, уважаемые слушатели. Турбоатом стоит в приватизации более 20 лет. И 25% завода реализовано, как мы знаем. 75,12%. 75% принадлежит государству, и пока ничего не меняется в этой части. Як буде ставитись все ж таки трудовий колектив? Бо я багато років споглядаю за тим, як проходять мітинги, акції протесту щоразу, коли йдеться про приватизацію заводу. Коллектив предприятия считает, что Турбоатом должен быть в управлении государства. То есть государство должно иметь полномочия управлять предприятием, которое является ключевым в сфере развития энергетики страны. А какой пакет акций будет государство иметь в собственности? Это второй вопрос. Важно, чтобы процесс управления предприятием, последнее слово в процессе управления предприятием оставалось за государством. Именно этот тезис мы обсуждали, в таком ключе мы обсуждали перспективу работы предприятия во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на завод в течение этого ближайшего месяца. Владимир Борисович внимательно рассмотрел наши итоги работы, перспективу работы. И именно этот тезис высказал по результатам посещения предприятия общественности. Пане Вікторе, а як ви ставитесь до того, до ідеї переформування структури власності та Турбоатому, що призведе до того, що все ж таки його зможуть викупити бізнесмен, в минулому російський, зараз з українським громадянством, пан Григоришин? Коллектив занимается организацией работы предприятия, хозяйственной деятельностью. Вне нашей компетенции обсуждать вопросы собственности. Это вопрос правительства, Министерства экономики. Я переформулюю тоді ще раз питання. Мы занимаемся организацией работы предприятия. А чи ви Я не хотел брать на себя полномочия, комментировать тезисы, которые за рамках моей компетенции. А чи ви, як міноритарний акціонер, будете претендувати на можливу приватизацію? Ви маєте в виду міноритарний в качестві кого? Якщо я не помиляюся, то частка все ж таки акцій належить до структур, які входять в структуру Мегабанку і вам особисто належать. Да, менее 1% принадлежит Мегабанку, акционером которого я являюсь.
Ну, у Мегабанка нет возможности принимать участие в возможной перспективе завода. Дякую Это дуже очень вам. большой пакет акций, это совершенно иной масштаб. Дякую вам дуже. Віктор Суботін, генеральний директор заводу «Турбоатом», був з нами на зв'язку. От почули, що все ж таки колектив... Я готов дополнить слова руководителя, если есть такая возможность. Ну, звісно, саме для цього ви тут. Не, ну, может быть, там другие вопросы на повестке дня, но если мы уже заговорили за Турбатом, если мы заговорили за слова руководителя этого предприятия, то есть несколько тезисов, да, которые я хотел бы озвучить. В Фонде государственного имущества Украины нет специалистов узкого профиля ни в области сельского хозяйства, ни в области машиностроения. Там, да. Мы орган приватизации. Да. Мы продаем предприятия, у нас есть структура, состоящая из законодательной базы, по которой мы идем, и мы ко всем предприятиям с точки зрения выполнения законных норм относимся одинаково. А решение по поводу того, приватизировать или не приватизировать то или иное предприятие, Кабинет министров. Кабинет министров. Поэтому на ответ, который вы задавали господину Субботину, но я на него отвечу. То есть на сегодняшний момент предприятие стоит в перечне предприятий, которые должны быть приватизированы. Будет ли это приватизация в полном объеме или будут выставляться акции частично, это будет решать в ближайшее время Кабинет министра Украины. Поэтому в какой это будет форме, в какие это будут сроки, я думаю, что мы до Нового года обязательно все с вами узнаем. Я за «Турбоатом» слідкую років так 10. Оці всі 10 років його виставляють на приватизацію. Я пам'ятаю заяви президента Ющенка, що він проти приватизації. Я пам'ятаю заяви президента Януковича, що він проти приватизації. Кожен рік його, майже кожен рік виставляють. Кожен рік Суботін та трудовий колектив виходять на акції протесту. І кожен рік звучить прізвище Григоришина як ймовірного наступного власника заводу «Турбоатом» та «Електроважмаш», якого ми вже також з вами згадали. До речі, а як ви оцінюєте шанси саме Григоришина купити ці заводи? Давайте вернемся на полшага назад к вашему предыдущему вопросу, связанному с изменением формы предприятия. Мы до сих пор не понимаем, откуда пошла эта волна, кто ее поднял, но если мы говорим об имплементации закона про корпоративное управление, то эти изменения, которые предполагались, не несут автоматического права у акционеров получать преимущественное право выкупа тех акций, которые есть. Более того, в тех проектах документов, проектах устава, которые мы планировали принять на собрании акционеров, забивался отдельный пункт, так, чтобы совсем отбросить инсинуацию по этому поводу, в котором и шел полный запрет, то есть отсутствие права на выкуп данных акций. Поэтому у Григоришина, как у акционера данного предприятия, преимущественного права на выкуп данного предприятия не существует. Почула, с точки зрения, выкупит ли он его вообще, мы, безусловно, если будет принято решение о приватизации данного объекта, мы будем его приватизировать, и то, что он будет приватизирован по максимальной цене, это я вам гарантирую. А будет ли участником в торгах Григоришин, мы об этом не знаем. А максимальна ціна це яка? Ну, так, я розумію, що мы зараз не можна об этом говорити. говорить. Как мы же это будем делать через конкурсные процедуры? Как мы можем заранее... То есть вы меня сейчас спрашиваете, знаю ли я результаты конкурса, который... Я маю на увазі 200 мільйонів, мільярд, 20 гривень. Порядок який? Ну, это миллиарды. Мільярди гривень. Да. На сегодняшний момент, то есть само предприятие, у него очень большие активы, одно из самых больших Останнє, предприятий. щоб завершити саме питання цих машинобудівних заводів харківських, а до вас Григоришин приходив, ви з ним взагалі зустрічалися? Нет. Не зустрічалися з ним взагалі ніколи? Мне все время задают вопросы, там, знаю ли я там такого-то высокопосадовца, я кажу, там, да, того олигарха, я ни с кем не знаком. Несмотря на то, что я как бы там родом там с Донецкой области, но с Ахметовым я тоже не знаком. Тільки хотіла спитати, Ну, я що понимаю, давайте к чему вы перейдемо клоните, да, поэтому я заранее отвечаю. Укртелекому. З Ахметовим, кажете, не знайомі. Нет. Працювали ви там в Фонді держмайна?
майна в Донецькій області, це нічого не де значить. половина Донецької області належить пану Ахметову. Ну, я маю на увазі Я вам- підприємства. я Не вам- зустрічалися? Я вам сейчас расскажу смешную историю из моей жизни, когда я работал в фонде госимущества в Донецкой области. Ко мне официально на прием записалась одна бизнес-вумен. Пришла и говорит: Виталий Николаевич, ну вы такой уважаемый человек, вы же всех знаете, вы же наверняка знаете Рената Леонидовича. Вы знаете, у меня очень большая программа, очень, не могли бы вы меня с ним познакомить? На что я ответил: безусловно, я знаю Рената Леонидовича. Я не уверен в том, что он меня знает. Поэтому, безусловно, находясь, так сказать, в общем поле сообщества, А Віктора близком- Януковича? и Виктора Януковича, я как бы там с ним знаком, но если я участвовал с ним в каких-то там общественных мероприятиях, когда он был в президиуме, а я сидел там на каком-то 18-м ряду в общем зале, но на этом наше знакомство и закончилось. Тобто більше не спілкувалася з ним? Не Ви більше, я працювали- вообще з ним ніколи не не- працювали при ньому, Ні. коли він був Ні. очільником Донецької області? Ні. Добре, давайте поговоримо про Укртелеком. Ця новина останніх днів про те, що суд постановив розірвати цей договір, ну, по суті, приватизації та повернути, по суті, Укртелеком державі. А що буде далі? Зараз Укртелеком належить, ну поки ще, я так розумію, до рішення апеляційного суду, належить структурам бізнесмена Рената Ахметова. Що буде далі відбуватися, якщо і апеляційна інстанція стане на ваш бік? Давайте опять по тезисам. Один из главных тезисов, что у Фонда государственного имущества есть функция постприватизационного контроля. В рамках постприватизационного контроля фонд отслеживает выполнение инвесторами, которые приобрели тот или иной объект, своих обязательств, которые они взяли на себя, помимо уплаты денег в бюджет, который, ну, как бы там главная задача. Давайте простою мовою. Тобто, якщо власник купив цей завод, він тим самим зобов'язався виплачувати зарплатню, не скорочувати людей. Ну, там різні умови кожен раз, але підписався виконувати якісь умови, так? В каждом случае по-разному. Да. В данной ситуации речь идет о внесении инвестиций на сумму больше 450 миллионов долларов. И Укртелеком, ну то есть потенциальный инвестор, брался на себя ввести в эксплуатацию новую линию специальной связи и передать ее государству. Данные условия в рамках постприватизационной що це за проверки... спеціальна лінія спецзв'язку? Если можно, давайте данную формулировку оставим вот в Це таком урядові виде. якісь Давайте СБУшні? данную формулировку оставим в той форме, как она звучит, потому что я не уверен, что я могу детали данного вопроса раскладывать более сильно. Ну, Давайте так. насправді мене це дуже Система турбує. спеціальної зв'язі. Мене це дуже турбує, бо досі країна не знайшла відповіді на питання, як саме Ренат Ахметов причетний до війни. І якщо його підприємство будує окрему лінію спецзв'язку для, наприклад, Служби безпеки України, то мене це турбує. Ні? Не такую линию? Нет, не такую линию, но линию, которая обеспечивает определенные вещи, которые недоступны общим гражданам, которые обеспечивают инфраструктуру и всевозможную защиту. Добре. Ну, с вашего позволения, давайте вот оставим в такой формулировке. Зобов'язалася побудувати цю лінію. Да, и не выполнила взятые на себя обязательства. То есть Укрспецсвязь не получила, а они являются как бы там конечным потребителем. Ті, хто мають отримати да, її. те, кто, да, они не получили к себе в управление значит, данный объект, данную по тем спецификациям, которые они определяли на момент продажи Укртелекома, они это не получили. Соответственно, в проверочной работе, в которой они тоже принимали участие, в акте это все отражено. И этот акт пошел как бы там основой в тот судебный иск, который Фонд государственного имущества вместе с правоохранительными органами подали в суд первой инстанции, где мы и получили первичное решение, которое мы А є сейчас с вами кримінальна обсуждаем. справа, так, по цьому? По цій справі є кримінальна справа про непередачу чи то неякісно цю лінію? Не готов комментировать, именно что с точки зрения
в этой части. Так, Но мы зрозуміло. не являемся стороной, поэтому нас об этом не уведомляют. Зрозуміло. Ви подали в суд, бо структура Ахметова не виконала взяті на себе зобов'язання. Структура Ахметова йде до суду. Там будуть вирішувати, маю на увазі до апеляційного суду, там будуть вирішувати. А взагалі цю лінію почали будувати? Мы не можем констатировать, потому что сама линия не есть некий начало и конец. Не можно проверить, нельзя сделать, то есть на 20%, на 10 или на 85%, да? То есть она должна была быть сделана, но не была сделана. А есть ли у них программное обеспечение, готово или нет, сделали ли они какое-то техническое обоснование и так далее, то есть это, может быть, уже в рамках суда будет решаться, но за весь период времени долгой проверочной работы, которую выполнял Фонд государственного имущества Украины вместе со своими государственными структурами, контрагентами, Укртелеком не смог подтвердить виконання даного обов'язку. Знаєте, сьогодні читала багато про це, якихось відгуків. От, зокрема, там дві думки, які мені захотілося і вам переказати, і почути вашу думку з цього приводу. Керівник департаменту аналітики інвесткомпанії Concord Capital Олександр Парашів каже про те, що повторна приватизація Укртелекому принесе значно менше грошей державі. В держбюджет мається на увазі. Бо просто тому, що зараз це підприємство коштує дешевше, ніж у 2011 році. А от виконавчий директор фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу в Україні Олег Устенко каже, що ініціатори перегляду підсумків приватизації Укртелекому, тобто ви, не мають наміру повертати компанію в держвласність і знову її продавати, а мають намір домовитись все ж таки з головним інвестором, маю на увазі пана Ахметова, та витребувати ту суму, яку не вистачає. Який ваш план все ж таки? Я думаю, что идет подмена понятий. Или то есть люди апеллируют не совсем правильными вещами. Ні, тут експерти, на яких я посилаюся, я ни в до коем речі... случае не ставлю под сомнение мнение экспертов, наверняка они базируются на каких-то... Concord Capital, Гарвардський клуб, відомі структури в Україні. Не вопрос. Но если бы мы говорили о том, что государство, разорвав договор купли-продажи, возвращает первичному собственнику сумму денег, а потом будет выставлять объект на приватизацию, наверное, данное утверждение имело бы смысл. Поскольку приватизация Укртелекома шло по отдельному закону, то на тот момент не было такого пункта, при котором инвестор бы получал назад деньги. Поэтому, если юридическая процедура пройдет все этапы, мы предполагаем, что это будет и апелляция, это будет и кассация, и будет приниматься решение о возврате данного объекта государству, то мы не будем из бюджета возвращать деньги за ранее купленный объект. Отак ми і почули, що держава не поверне 11, мені здається, Поэтому, мільярдів. если государство в лице Кабинета министров примет, опять же, не Фонд государственного имущества Украины, потому что мы не являемся специалистами в узком профиле, примет решение не ставить данное предприятие на баланс какому-то из предприятий, из министерств. Но если раньше это был Минтранс, сейчас было бы логично говорить о Министерстве инфраструктуры, то есть возвращать государству в лице кого? Возвращаем Укртелеком в лице Министерства инфраструктуры, и на базе этого имущества один из вариантов будет создано новое государственное предприятие, наверняка может быть с таким же названием и будет осуществлять под государственным флагом свою непосредственную операционную деятельность. Да? Это один из вариантов, отвечая на первый вопрос, который вы поставили. И второй вопрос, когда государство принимает решение: окей, мы не хотим вести самостоятельную операционную деятельность, давайте его повторно продадим. И мы его повторно будем продавать, и государственный бюджет повторно получит деньги. Поэтому меньше он будет стоить, больше он будет стоить. Опять же, это философская... Зрозуміло, 11 мільярдів гривень, за які були продані під Укртелеком, 10,57, так? 10,6, добре. 10,6 мільярдів гривень, за які були продані Укртелеком у 2011 році, нині держава Ахметову повертати не буде.
будет. Добре. І друга оця думка про те, що чи все ж таки ви будете повертати до держсобвласності, чи будете домовлятися з Ахметовим, щоб він, грубо кажучи, доплатив? Ни с Ахметовым, ни с какой-либо другой коммерческой структурой, ни с точки зрения Укртелекома, ни с точки зрения других наших работ, связанных с постприватизационным контролем, мы не договариваемся. Переформулюю, якщо Ахметов скаже, ми зараз вернемо в державу ті, ви кажете, 450 мільйонів чи що там, Смотрите. тоді буде, може, відкликаний лист суду, чи якось мирова угода? Мы говорим о том, что по итогам на 2016 год, где речь шла об завершении постприватизационного контроля, была проведена работа по выявлению или соответствию выполненных работ, взятых на себя обязательств, фактическому положению дел. Поэтому по итогам 2016 года мы констатировали факт, что это не государство в лице бюджета недополучило 450 миллионов. Мы говорили о том, что одним из условий продажи было привлечение дополнительных инвестиций в саму компанию на сумму 450 миллионов. Поэтому как можно... У нас же нет машины времени, где мы с вами перемещаемся в 16 год или в 15 и говорим, давайте деньги из 17 года перенесем в тот период времени, и на этом конфликт считается исчерпанным. А чи, от ви казали, що пан Ахметов з вами не зв'язувався, чи може люди з його оточення, чи може директори компаній, чи може народні депутати ходять до вас взагалі? Ні. А взагалі якісь народні депутати, групи якихось структур комерційних ходять до вас? Но если вы говорите о каких-то личных встречах, такие личные встречи есть, но они очень редки. И, как правило, это касается тех объектов или тех организаций, которые находятся на округах депутатов и которыми, я так понимаю, они обеспокоены там, и они как бы там... Зазвичай афільовані, я б інше слово підбирала. Нет. Приведу один пример, с вашего позволения, без указания фамилии, когда приходит народный депутат и говорит, я кажуть, опікуюсь одним навчальным закладом, а там есть вопрос, связанный, скажем так, по его мнению, с незаконным отчуждением имущества. Не могли бы вы, Виталий Николаевич, взять на свой личный контроль? Тепер цікаво прізвище депутата, який навчальний. Не могу. Не будете говорити, а чого? Якщо немає ніякого злочину, чому не казати? Смотрите, это некорректно. Я же должен такие вопросы как-то с точки зрения человеческих взаимоотношений Тобто зустрічаєтесь, але не часто, я правильно вас Да, это очень редкие встречи. Во-первых, я только небольшим, больше месяца работаю, поэтому тут нечем похвастаться. Давайте, пане Віталію, перейдемо до Одеського припортового. Давайте. От, знаєте, як Турбоатом, я слідкую там 10 років за його приватизацію. Одеське припортове, мені здається, трохи менше, але дуже довгий час про це йдеться, говориться, а він і досі державний, і досі, як я розумію, не дуже прибутковий. Не так, як міг би бути. Коли буде приватизація Одеського припортового все ж таки? Не могу прокомментировать действия предприятия с точки зрения его операционной составляющей, потому что, опять же, это достаточно узкопрофильное предприятие, очень большое, но узкопрофильное. Могу комментировать действия Фонда государственного имущества Украины с точки зрения подготовки к приватизации, которая идет на сегодняшний момент. Опять же, комментарий, почему, по крайней мере, крайние 2 раза не произошла приватизация, были там объективные, субъективные причины. Мне кажется, все-таки зрителям не совсем это будет интересно. Будет интересно услышать, что происходит сейчас, и к чему мы можем прийти в бо до того, будущем. мені здається, що все ж таки це дуже політичні вирували такі навколо нього пристрасті. Давайте розкажемо, що зараз. Политика, мне кажется, это, опять же, искусственно созданная ситуация. И она При приватизації великих підприємств в Україні нема політики. Я говорю про конкретно ОПЗ.
И всех же ж интересовала не продажа самого объекта, а политизация пошла тогда, когда появилось некое участие Фирташа, когда появились долговые обязательства и так далее. И вот с какого-то некого момента эти процессы пошли, как говорится, очень сильно заполитизированы, да, но политизация проходила не по предмету продавать, не продавать, а кому и за сколько там, да, а в какой форме и какие риски все контрагенты будут в этом плане нести. Добре, давайте що зараз? Давайте к самой процедуре. На сегодняшний момент мы находимся в предприватизационной подготовке на основании того законодательства, которое существует на сегодняшний момент. Что сделано Фондом государственного имущества Украины? Ну, безусловно, мы объявили о старте приватизации, да, и первым этапом была проведена инвентаризация данного предприятия. Мы выезжали на само предприятие там, недели 3 назад, подводили итоги такой инвентаризации, как первым этапом, поскольку само предприятие уже как бы там в этих процедурах было давно, то мы этот процесс прошли быстро. Теперь проходит у нас процедура оценки данного объекта. Мы провели конкурс по отбору оценщика, выиграла одна из ведущих компаний. Значит, и оценку, я думаю, что первичную оценку, не ту, по которой мы будем продавать, а первичную оценку, с которой мы можем дальше стартовать, там, да, мы, я думаю, что получим к середине следующего месяца. Безусловно, после получения первичной стоимости, после вывода аудиторской компании, всевозможных как бы, заключений о техническом его состоянии, мы переходим к следующему этапу. Это к комиссии, которая будет заседать на уровне Кабинета министров, которая будет определять условия будущей продажи и будет определять стартовую цену, с которой мы будем начинать. Поэтому до конца текущего года я думаю, что общество узнает и первичную цену, и те дополнительные условия, которые будут включены при будущей продаже этого До кінця объекта. 2017 Да, мы об этом узнаем. Но сама продажа, поскольку она там подразумевает под собой еще другие регламентационные действия, произойдет уже весной следующего года. Поэтому почему-то у меня есть уверенность, что в этот раз мы это предприятие продадим. А по Турбоатому є впевненість, Уточните вопрос. що продасте? Если будет принято решение Кабинета министров в той или иной форме продавать и какой пакет акций продавать, то, безусловно, мы его продадим. Зрозуміло. Тобто по Одеському перпортовому точно є впевненість, по Турбоатому ще так Нет, з смотрите. кількома «если». Смотрите, Фонд государственного имущества может продать любое предприятие, любой пакет акций, которые есть. Единственное, чего мы как бы там просим от наших партнеров, это вовремя принимать решения и давать нам четкие сигналы с точки зрения их выполнения. Потому что постоянная фраза о том, что Фонд государственного имущества плохой и мы ничего не приватизируем, это огульная фраза, которая не соответствует действительности. Есть общее заблуждение, и я пытаюсь его все время развеивать. На самом деле Фонду государственного имущества Украины не принадлежит государственное имущество Украины. Оно принадлежит профильным министерствам и их предприятиям. Поэтому фонд может продавать только то, что ему передают. Если нам передадут предприятие, мы его продадим. Если нам предприятие по каким-то причинам не передают, то мы его и продать не можем. Все от було б саме так, як ви кажете, що ми тут взагалі нам передали, ми продали. Бо ми просто організували конкурс, виставили на продаж, продали, все в казну передали гроші. Але було б от так, якщо б постійно приватизація в цій країні не супроводжувалася великими скандалами, великими відчудженнями, якщо б саме завдяки от таким приватизаціям в нас би не вибудувався олігархічний, клан, я не знаю, як це можна сказати, стан речей, коли олігархи, є кілька родин в державі, які володіють там більшістю майна, яке колись належало державі. Таке, давайте про Центренерго. Давайте про Центренерго, но с вашего позволения дайте мне одну минуточку, чтобы немножко объяснить ситуацию, потому что ваш последний тезис все равно оставил, мне кажется, сомнения у наших телезрителей. На сегодняшний момент Фонд государственного имущества Украины работает по 271 постановлению Кабинета министров, которое регламентирует порядок приватизации. Да? По этому постановлению, принятому еще в 2015 году, Фонду государственного имущества Украины передано на приватизацию 389 предприятий.
И все об этом заявили. И после этого идут постоянные обвинения, что Фонд государственного имущества Украины такой плохой и не приватизирует эти предприятия. Поэтому не выполняется плановое задание прошлого года, этого года не будет выполнено плановое задание, потому что фонд не приватизирует. Есть только одна маленькая оговорка. К моему тезису возвращаемся, о том, что мы приватизируем только то, что нам передают. Що дозволяє профільне міністерство. Да, Почула. Так вот, из вот этих предприятий, из вот этого 389 объектов, 236 мы не можем приватизировать физически. Бо немає волі від міністерства. Потому что 105 из них находятся вообще в законе о запрете к приватизации, и никто не рассматривал данный закон. А остальные предприятия просто физически министерствами под разными предлогами просто не передаются фонду. Поэтому фонд не может выполнить свою прямую функцию. Получили, организовали, продали. Давайте все ж таки про Давайте. Центренерго. Давайте. Коли буде проданий та як? Коротенько, якщо можна, бо хочеться вам поставити ще питання. Если коротко, то пожалуйста. На конкурсной основе отобран советник, который будет помогать Фонду государственного имущества продать данное предприятие. Радник саме ваш чи кого? Фонда Не мой держмайна? личный, а советник с продажи процесса. Вот. По конкурсу мы отобрали, это Ernst & Young, их польский филиал. Соответственно, по процедуре конкурсный отбор должен быть пройти Кабинет министров и получить как бы там-то согласование. Все визы профильных министерств на сегодняшний момент собраны. Проект распоряжения Кабинета министров находится сейчас на рассмотрении. Если не в эту среду, то я думаю, что в ближайшее время мы его согласуем. Ми получимо даний документ. Кабмін дасть добро. Да. Ну, бо дуже чутки такі упорні про те, що в Кабміні блокують все ж таки приватизацию саме Центренерго. Ну, Не подтверждено. про этот Кабмин я такое не слышал. И, по крайней мере, за тот месяц, который я работаю в качестве руководителя Фонда государственного имущества Украины, и от самого премьер-министра, и от многих других чиновников, я на сегодняшний момент получаю только помощь. И те вопросы письменные, которые раньше задерживались в Кабинете министров, мы сейчас по времени проходим гораздо скорее, чем проходили это раньше. Поэтому данный документ, вы просили коротко, я потом постараюсь ужаться. Да? Значит, данный документ мы получим. Советник в течение 2-3 месяцев выполнит свою работу предприватизационную, в том числе определение первичной стартовой цены, с которой мы пройдем. И в начале следующего года мы выходим на финишную прямую. И ориентировочно март-апрель месяц – это тот срок, в котором состоится непосредственно сам факт продажи Центренерго. Почули, записала. А скажіть, будь ласка, ще хотіла вас питати, чи є у вас якась цифра, яка оцінює все те майно, яке було в фонді держмайна у Криму? Ну, які ми втратили після агресії, оккупации и аннексии? Смотрите, я думаю, что данные цифры есть в МЭРТе, Министерство экономики и развития Украины. Вернусь буквально, я понимаю, что времени мало, вернусь к программе «Триаж», которую разработало министерство, где есть перечень объектов, все 3,5 тысячи предприятий государственных, они разбиты по секциям. Есть 2 секции. Объекты государственные, которые находятся в Крыму, их 195, и объекты, которые находятся в зоне АТО, их 364. Мы о них знаем. Безусловно, их какая-либо раньше балансовая стоимость есть, она в министерстве существует. Единственное, что мы ничего не можем с ними сделать, но это пока. А ви як власник йдете окремо до міжнародних судів? Чи це має робити уряд? Вот опять же, вы только что подтвердили тезис, о котором я говорил. Фонд государственного имущества Украины не является собственником государственного имущества, поэтому в суд мы не можем пойти. В суд идет государство Профільне в лице, міністерство, да. зрозуміло. Да. Скажіть, будь ласка, ви все ж таки плануєте стати, я так розумію, очільником без приставки виконуючого обов'язки, правильно розумію? Было бы неплохо. Готові відкрито говорити, наприклад, про свої статки? Бо от, ну, перше, що я коли вас загуглила, то я бачу, що там 250 тисяч подарувала мама вам, якось незрозуміло звідки, потім там мама вам платила за винайм житла.
Ви ж знаєте, що до держпосадовців смотрите, завжди виникають такі питання, не особливо вопрос, до не такого вопрос. рівня, який буде розпоряджатися, по суті, нашим всім Я майном. готов к любым вопросам. Хотите сейчас, хотите в другое Давайте, время, в хвилинка какой-то в нас форме. залишилась. Задавайте вопрос. Что вы хотите? 250 тисяч подарунок від матері – це що? Смотрите, я единственный сын в семье, и там по системе нашей иерархии в бабушке и дедушке, да, я являюсь конечным бенефициаром. Поэтому сумма, о которой идет речь, это, условно говоря, моя часть от наследства, от продажи от бабушкиных, дедушкиного имущества, которое родители продали, и поскольку я единственный сын в семье, они мне эту сумму передали. На чем Это вы- есть в реестрах собственности, это можно посмотреть, что продавалось, какие активы, у украинских нотариусов все зафиксировано. На чому ви Это їздите? Я езжу на Hyundai Grand Starex. І друга автівка є у Это декларації. есть, да, это Nissan Звідки? X-Trail. Весь ваш шлях – це державна служба. Звідки дві дорогі автівки? Я прошу прощения, может быть, не совсем... дорогие это какие дорогие? Ну, это не Lexus, это не Mercedes. Тобто недорогі заробили? Это бэушные автомобили в возрасте 13-14 года, которые стоят очень мало. Не залишилось, на жаль, в нас- Это бюджетные машины для семьи. Не залишилось у нас, на жаль, часу, щоб і далі вас про це розпитувати. Дякую вам дуже за те, що прийшли до нас на ефір. Нагадаю спасибо. нашим глядачам, Віталій Трубаров, очільник поки що з приставкою виконуючий обов'язки голови Державної служби Фонду держмайна України, був гостем нашої студії. Я з вами прощаюсь ненадовго. Вже о 20:30 тут буде адвокат Віктора Януковича. Поговоримо саме про ці справи.